Традиционно в конце января для педагогов образовательных учреждений Якутии проводится январское совещание, где обсуждаются планы работы, насущные проблемы, педагоги делятся своим опытом. В этом году в рамках совещания педагоги Центра творческой реабилитации «Солнечный мир» при детском подростковом центре провели семинар для руководителей, методистов, педагогов дополнительного образования республики. Тематика семинара стала «Инклюзивное образование как средство успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях детско-подросткового центра», которая в связи с развитием инклюзивного образования в стране является актуальной. Я хотела бы отметить, что детский подростковый центр отличается тем, что он всегда работает по самым актуальным вопросам воспитания детей. И сейчас мы рады тому, что в городе Якутске благодаря им создаются условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня мы попросили их провести такой семинар для педагогов республики в рамках январского совещания для того, чтобы этот опыт был поддержан и уже в других муниципалитетах, в районах. И наша республика, именно Министерство образования нашей республики, подала заявку на федеральную программу «Доступная среда» для дошкольных учреждений и дополнительного образования детей. И мы надеемся, что вот этот семинар у нас является частью этих подготовительных мероприятий, что мы сможем качественно и массово в этой программе участвовать. И такие условия будут создаваться у нас повсеместно в нашей республике. Проблема детей с инвалидностью, их изолированность от общества, ограниченный круг общения, отсутствие общения со сверстниками. Развитие творческих способностей необходимо любому ребенку, а для детей с особенностями творческая деятельность оказывает благотворное влияние. Сегодня Центр «Солнечный мир» посещает 245 детей от 5 до 18 лет, из которых 158 детей с инвалидностью и 61 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. С детьми занимаются опытные педагоги, которые прошли обучение по специальной программе в Центре лечебной педагогики в Москве. Как показывает статистика, к сожалению, с каждым годом детей с ограниченными возможностями здоровья становится все больше. Это, конечно, связано с тем, что и диагностика лучше становится, но и в целом здоровье не улучшается. Благодаря профессионализму педагогов воспитанники Центра «Солнечный мир» раскрываются, развиваются и достигают больших успехов. Являются лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, республиканских и городских фестивалей, смотров и конкурсов. Задача общества и государства заключается в том, чтобы создавать для людей с ограниченными возможностями доступную среду. После выступлений и обсуждений педагоги Центра «Солнечный мир» провели для собравшихся мастер-классы. Так гости посетили изо-студию «Палитра», этностудию «Ай Сулустар», инклюзивную танцевальную студию «Ильдегей». Мне интересно занятие с конскими волосами, потому что это коренной, народный, якутский занятие якутское, коренное. И наши предки же занимались этим, и мне тоже интересно. Я учительница ИЗО для детей-инвалидов. Я учительница домашнего обучения. Все педагоги, оказывается, очень своей работе очень даже преданы. Это во всем это видно. От всего этого. Всего-то мы здесь были несколько часов, и во всем мы уже узнали об этом коллективе, при этом очень даже успешном коллективе. Формат данного семинара позволил приглашенным педагогам Якутии окунуться в творческую атмосферу Центра «Солнечный мир» и наглядно убедиться, что каждый ребенок особенный, все дети равны. Центр «Солнечный мир» работает уже более 5 лет и является инклюзивным. На сегодняшний день в нем занимаются около 200 детей от 6 до 18 лет, из которых более 100 детей с особенностями развития. Работа в «Солнечном мире» ведется по 8 секциям. Именно в дополнительное образование нужна каждому ребенку, и она отвлекает от болезни, и
каждому ребенку нужно общение, да. К нам вот ходят дети, которые обучаются на дому, и вот они находят друзей, они раскрываются, более общительные, которые вот именно занимаются в нашей студии, да, дебют, и раскрепощаются. Везде мы выступаем и занимаем призовые места. Мы в основном работаем красками, гуашью, акварелью, выполняем композиционную работу, участвуем во всех конкурсах, проводимых в городе, в республике. Мой кружок называется «Бумажная планета». Основная техника моя – это квиллинг, искусство бумагокручения. Очень популярно сейчас. И вообще оно развивает мелкую моторику рук. Это главная наша форма. Лепка развивает мелкую моторику, мышление, воображение, фантазию детей развиваем. Есть дети, которые сразу могут выполнять эти задания, есть дети, которые затрудняются. Мы каждое занятие начинаем с лечебной гимнастики Стрельниковой. Да? Я хочу повысить детей интерес к лечебной дыхательной гимнастике Стрельниковой. Эта техника имеет общеукрепляющий эффект. Поэтому я вот детям хочу, чтобы они обязательно хотя бы азы дыхательной гимнастики Стрельниковой вот выполнили, да? Ты пой, хамус, ночи сиянием лунным, играй на струнах диких трав, звучи реки потоком шумным, и пусть весь мир сейчас не прав. Я хожу в творческую студию «Дебют» уже 3-й год. В каждых конкурсах мы получаем первые места, и здесь меня учат рассказывать выразительно, чтобы зритель прочувствовал и чтобы были интонации. Я давно хожу, ребята давно знают меня. Они вместе танцуют танцы много, выступают и куда ездят. Ну, я стала лучше рисовать, писать, в школе учиться хорошо стала. Также в центре работает танцевальная студия «Дети солнечного мира», где ребята не только танцуют, но и улучшают здоровье, так как одно из направлений студии является фитнес и аэробика. Кроме всего, в солнечном мире имеется этно-студия Айсулустар, где изучают якутский фольклор, обычаи и учатся играть на национальных инструментах. Старшая группа Айсулустар. Мы тут играем на барабанах, на хамусах и иногда даже сочетаем их вместе. Тут как-то открытые люди, и тут очень интересно играть на барабанах. Просто я раньше никогда даже не играла на других инструментах, и поэтому, наверное, меня сильно тянет сюда. И каждый год мы участвуем в международных и всероссийских конкурсах, да, и обязательно завоевываем первое или второе место. Центр «Солнечный мир» на самом деле солнечный, от счастливых улыбок детишек. Родители благодарны, что в Якутске есть такой творческий центр. К сожалению, есть и маленький минус. Здание, в котором располагается «Солнечный мир», не оборудовано для ребят, передвигающихся на колясках, из-за чего они не могут посещать секции, расположенные на других этажах. У нас создалась своя группа танцевальная среди колясочников и с заболеваниями с опорно-двигательным аппаратом. Да? Вот. Дети очень активно участвуют во всех мероприятиях, показательных, в семинарах. Да, вот она начала заниматься вот здесь этими кружками. Вот мелкая моторика на руке у нее более-менее стала лучше. И более-менее стала на мир смотреть совсем по-другому. Кстати, с недавнего времени «Солнечный мир» начал реализацию нового проекта – реабилитационный курс ипотерапии, лечебно-верховая езда для детей с ДЦП, который осуществляется на базе конного клуба «Золотая подкова». Занятия проходят в манеже, ведет занятия опытный тренер. С ней присутствуют обязательно помощники, коновод. Мы, ребенка, садим на шаговой основе, работает лошадь шагом, да.
Вот ребенок в процессе, значит, вот этого в процессе ходьбы лошади получает вот все необходимые для себя импульсы. Далее мы проводим лечебную гимнастику, что, как говорится, ребенку дает толчок такой, да, сохранять равновесие, выполнять какие-то действия, которые он ранее не выполнял. Что ребенок получает во время верховой езды, он это потом переносит в жизнь. То есть он закрепляет вот эти вот свои результаты. Каждое занятие мы прямо по часам считаем, когда у нас посещение будет. Сейчас мы, как вот началось все вот осенью, у нас 3 раза в неделю занятия. Занятия проходят по полчаса. Ребенок просто ждет каждую минуту общения с лошадью, любит, радуется, ему очень нравится. Если даже видно, что ребенок устал, он с большим усилием, но терпит до конца, вот пока занятие не закончится. Результат, если так взять, сравнить, что было и что стало, конечно, ошеломляюще. Ребенок старается ползать, ребенок эмоционально активный стал, то есть радуется, эмоции уже показывает. До этого, до занятий у нас ребенок был лежачий, без эмоций, без желаний. Как видите, творческое направление помогает детям в развитии своей личности. Плюс ко всему, в солнечном мире ребенок расширяет круг своего общения, находит новых друзей. Уважаемые родители, если вы хотите развивать творческое начало у своего ребенка, милости просим в Центр «Солнечный мир». Все подробности по телефону 42 30 07. У многих детей есть свои особенности. Находясь вместе в инклюзивном детском саду или школе, дети учатся принимать и развивать способности друг друга. И если учитель помогает им в этом, то особенности становятся преимуществами. Дети должны учиться вместе. Узнайте больше на сайте perspektiva-inva.ru.